Александр Васильев. Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете, у нас в этом зале уже как-то вошло в привычку, что когда на сцене стоят такие великолепные команды и выбегает один мальчишка с микрофоном, то все зрители автоматически взрываются громкими аплодисментами. Ну что ж, не будем затягивать, ведь впереди нас ждет выступление 14 команд. И запустим нашу университетскую машину юмора с традиционных слов. Мы начинаем КВН! Ну что ж, с командными участниками я не вижу смысла вас знакомить, потому что их очень много, мы познакомимся с ними по ходу игры. Но одну команду я вам все-таки представлю. Это команда нашего компетентного жюри. Итак, сегодня в жюри председатель профкома студентов и аспирантов Башкирского государственного университета Ястребов Леонид Валерьевич. Ваши капитан команды КВН «Мультифрукт», резидент Сметана Камеди и немножко ненормальный мальчишка Макс Тимершин. Привет, Макс! Редактор лиги КВН Башгу, просто очень хороший человек, дважды участник международных сочинских фестивалей КИВИН 2016 и 2017 годов, Дмитрий Ивлев. Ну и переходим к украшению нашего жюри. Владелица модельного агентства «Статус», председатель комитета по красоте и эстетике «Опора России» Сания Тимасова у нас в гостях сегодня. Следующая прекрасная дама нашего жюри, пиар-менеджер музыкального ресторана Music Hall 27, ведущая городских и республиканских мероприятий Александра Габанова. Ну что ж, дорогие друзья, вот практически все формальности соблюдены, кроме одной заветной фразы. Ни пуха, ни пера. Ну что ж, а пока первая команда готовится за кулисами, хотелось бы выразить благодарность Башкортостанскому региональному отделению молодежной российской общественной организации «Российские студенческие отряды». Эту информацию можно сопроводить особо громкими аплодисментами. Также Лига КВН Башгу выражает благодарность студенческому клубу Башгу. Тоже можно поаплодировать. Лига КВН Башгу благодарит креатив-группу с интересным названием «Это моя вечеринка» за помощь в организации и проведении наших игр. Ну что ж, и первая команда, которую мы сегодня увидим на сцене, представляет факультет башкирской филологии и журналистики. Команда КВН «Сборная Центра». Поддержим громкими аплодисментами. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Лаба. А полное имя лаборатория. Слышь, что ты так беспонтово ведешь? Денис Мустаев, спокойно. Беспонтово ведешь, это про меня. А ты
настоящий азиатский плейбой. Саша, вообще у нас фестиваль. У тебя есть что-нибудь секрет? Ну, конечно, объяви меня. Итак, для вас выступает второй подбородок нашей команды. Чего? А это вообще сказала бюджетная версия Рианы. Почему вообще сборная центра? Но мы все с разных городов, и нас объединил центр. Ой, ладно, давайте. Центровые, начинайте. Команда КВН сборная центра. Поехали! Итак, представьте, сложив себе ботаник. Мам, я тут 4 получила. Что? Месяц без очков? Случай в очень бедном дворе. Ну, пакет хотя бы оставь. Сенсация. На Уфимских улицах появилась бабушка-ящерица. Парень впервые подвозит девушку до университета. Ой, что ты выпендриваешь, всего лишь 6. Не, в этой машине реально укачал вообще. Случай под окнами роддома. Заря! Ну, Заря! Что? Ну, давай останемся друзьями, ну, пожалуйста. В каждой группе есть такой человек. Ребят, прикиньте, я вчера на пару не пошла, и мне эмку не поставили. Да что вы говорите? Представляете, я вычеркнула пару, а препод не заметил. Да что вы говорите? А вы знали, что Алина стукач? Я стукач? Вы что вообще говорите такое? Я месяц уже не хожу на физкультуру и по 5 отсижусь, ага. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН сборная центра. Еще раз громкие аплодисменты. Вы все прекрасно понимаете, что всякая бывает с аппаратурой, она бывает включена, бывает кто-то выключает микрофоны с сокомандников. Огромная просьба этого не делать, потому что вы мешаете выступлению. Ну что ж, а мы продолжаем. Следующая команда представляет Институт экономики, финансов и бизнеса. Команда КВН «Батя», под ваши громкие аплодисменты. Всем привет, Москву! Вас приветствует команда КВН «Батя». Спасибо! Самая крутая
Казус в православной семье. Почему чай Ахмат? Ребят, давайте начинаем. Итак, Поехали! Нестандартная ситуация в магазине. да я понял, что размера нету. Зачем орать-то? Ты просто театральный закончил. Быть или не быть? Пакетик! Девушка, у которой аллергия на цветы, поймала букет невесты. Везучая. Студент, который пытается пересдать зачет преподавателю-кавказцу. Парень-аниматор, который пришел на прием к дантисту после драки. Вот так ты смеяться точно больше не сможешь. Парень, который пытается пересдать преподавателю зачет по азербайджанскому. Наташа, Наташа. Нет, не отвезу. Салам. Это не мой брат. What's up? Это не моя дочка. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам! Вахтерша, которая всю ночь смотрела фильмы про итальянскую мафию. Софья Петровна, можно отключить быстрее? Ты пришел ко мне на вахту за ключами, но сделал это без уважения. Понял. Только же, Тони. Я не Тони, а Толик. Тони! Я слишком много для тебя делаю. Я слишком много тебе даю. Ключи. Например, ключи. Тряпки. Я опаздываю, Софья Петровна, можно отключить, пожалуйста? Ладно, Тони, бери ключи и ступай. Но помни, вахта бессмертна. Вообще-то, мафия бессмертная. А я что сказала? Вахта та еще мафия. Алло, вахта! 2016. Вы называете нас техничками, но мы клининг-менеджеры. Это суровый наем, суровая общага, суровые мы. Ты в тесной обуви, а я только что помыла полы. Может, ты и дома так ходишь, не готовы? Я быстро выселю тебя и сестру твою родную. Это я не пушу твоих друзей. Это я слышу на входе людей. Это вам не труда стоять у станка. Это сложно жить от звонка до звонка. Ты уронил шапку, я поняла. Ты уронил варежки, я поняла. На вопросы, где они, ответа не дала. Потому что я тебе чемнуху подогнала. Папа, это вы разносите слухи про детей. Папа, это вы доносите детей. Папа, незаметная общажная мафия. И никто не знает нашей биографии. Ну, что хотелось сказать в конце? Любите себя и своих близких. Спасибо за внимание. Ну что ж, это была команда КВН «Батя», Институт экономики, финансов и бизнеса. Если есть болельщики, можно еще раз громко поаплодировать. А мы продолжаем. Команда КВН «Туда-сюда», инженерный факультет.
Так, стоп, какой фаер, ты что? КВН нужно делать актуальные шутки. Вот, например, у меня друг сейчас приведет к нам клоуна. А где клоун-то? Он опоздает. Лет на 27. Ладно, понятно, скорее всего. Ну что, БГО, пошумим? И для начала представьте, парень пытается продать телефон. Продается телефон 10 тысяч, качество хорошее. Продается телефон 10 тысяч, ну, торг уместен. А сейчас давайте представим случай на разборке. Александр. Серега. Давайте представим, очень тупой качок сдает экзамен. Здравствуйте, на пересдачу пришел. Тебе 2. Всего два. Девочка, у которой умер хомяк. Дорогая, мы купили тебе новый iPhone. Ну, наконец-то! Как вы могли заметить, все мы очень разные, но всех нас объединяет одно. Все мы очень сильно любим. Спать. Получать стипендию. Пельмени. Ну, это я тоже люблю. Вообще я имел в виду, что все мы очень сильно любим КВН. С вами была команда КВН туда-сюда. Мы вас любим. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН «Туда-сюда», инженерный факультет. Еще раз громкие аплодисменты. Следующая команда КВН, которая выйдет на эту сцену, сборная Института права, представляющая, как неудивительно, Институт права. Под ваши громкие аплодисменты. Так, ребята, успокоились. Истота, Че? ты слышишь эту песню? И че? Но я бы не впервые поцеловалась. И че? Но я слышу ее впервые. Так, ребят, пожалуйста, я вас умоляю, не делайте этого. Не обновляйте приложение ВКонтакте. Ну что, сборная Института права, поехали! Но для начала, друзья, ловко на душей. Парни играют в крокодила. Так, твоя очередь. Блин, тебе что, все твоя Машка рассказала, что ли? Дискотеки на ФРГФ. Талон П3, подойдите к парню. Как проходит отбор на факультет башкирской журналистики? Ну и напоследок скажите слово «нефть». Не вы приняты. Представьте, как соседи представляют нас в час ночи. Жена!
В нашей команде все очень разносторонние личности. И есть те, кто хотел попробовать себя на Правком ТВ. Представьте, студенты Института права в новостях. Снимаем? Результат. Добрый день, друзья. Сегодня в Уфе выпала двухмесячная норма осадков. А во время потопа в Уфе студенты Башгу именно так добирались на пары. В этом году в Башкирии праздник Курбан-Байрам выпал на 1 сентября. Прямое включение с места событий. А в нашей республике в рамках развития башкирского языка американский ураган Ирма был переименован на Гульбера. 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 Смотрим. А в этом году студенты Института права предстали перед выбором: купить новый iPhone или продолжить учебу в универе. И как видите, друзья, мы все в Институте права. И в конце хотелось бы сказать «Новопассир». Так это же от давления. Машка беременна. Так это от Игоря. Так как мы любим тебя! А это от чистого сердца. С вами была сборная Института права. Спасибо. Это была команда КВН сборной Института права. Кому понравилось, можно еще раз поаплодировать. Следующая команда, которая выйдет на эту сцену, представляет психологический факультет. Команда, как мне сообщили, со своим взглядом на юмор. Вашему вниманию представляется команда КВН «Клуб интересных историй». Клуб интересных историй. Сначала мы были на ТВ, потом на радио, а теперь мы на сцене, чтобы вы нас не переключили. Здравствуйте, с вами я, Шмель, и мы начинаем. Первая рубрика «Точные пародии». Давайте пригласим человека и зададим ему разные ситуации. Изобрази карбюратор. А изобрази, как человек пародирует ложь. Вау! А изобрази, как ребенок просит машинку у родителей. Оскар, Илья, Оскар! Клуб интересных историй. Нас гладят в зоопарке. Мне пришло письмо от некого Матая из Москвы. Обращается он к некому Леониду. Леня, я забыл обогреватель в правкоме. Передай его, пожалуйста, так как в Москве холодно. По скрипту я пишу тебе сюда, чтобы не поднимать шумихи. Итак, следующая рубрика для молодежи. Versus Battle между Чайкой и Тюленем. Это Versus Battle, пошумим, мать! Я сейчас сам пошумлю. Система, начинаем! Что ж, МС справа, ваш ответ, дайте шуму! Что ж, кажется, победил МС слева! Клуб интересных историй. Мы платим, чтобы работать. Новости. В Новосибирске приняли закон, запрещающий собакам лаять после 19:00. Давайте представим это. Хватай его, хватай! Что это такое, а? Поговори мне еще то. Вот такие пироги.
передачи принято заканчивать хорошими новостями. Поэтому у нас все. А с вами был клуб интересных историй. До новых встреч! Это была команда КВН «Клуб интересных историй». Ребята со своим взглядом на юмор. Ваши громкие аплодисменты. Следующая команда представляет факультет математики и информационных технологий. Команда Давай, разбор! Мат! Всем добрый вечер! На сцене команда факультета математики и информационных технологий. Давайте знакомиться. Это Влад. Поцелуем его сорвали за пределы, уговорил не решать размеры. Когда не работает компьютер, он жмет сотку. А это... Так, а ты у вас кто? А я аспирант. Да едешь, пиши, поторопи, помилуй, пусть поспеши. Какой аспирант? У нас все перваши. А на Викуха такая. А я Регина. А я? А откуда звук идет? А это Фанус. И он водит машину в детском кресле. Ребята, что за бред вы тут устроили? Уф, опять это пришла. Дина, ты знаешь, почему у нас в университете не проходит конкурс «Мисс Башгу»? Ну и почему? Чтобы никто не комплексовал. Оля, ты как стендап в башку. В смысле? Где шутки? Второе имя. Итак, представьте, если бы у зарубежных фильмов были русские саундтреки. Мэри Поппинс, до свидания. Какая гора? Был пацан, и нет пацана. Это фиаско, братан. Так, Оля, хватит. Ребят, давайте начинать. На сцене команда КВН. Камон! Камон! А я, Оля, есть 3 степени превосходства. Богиня, императрица и я. Всегда бывает, что в семье между старшими и младшими братьями всегда происходит конфликт. Давайте посмотрим. Слышь, малой, иди сюда. Ты что натворил? Ничего. Ты зачем мою футболку надел? У меня просто все грязное было. Я тебе сейчас дам грязно. Да я маме все расскажу, понял? А я, Оля, не познакомься, я королев, но я не рычу. Машинку за 25 рублей, и вот сел за 20. А я, Оля, играю в «Что, где, когда» на раздевание. Представьте, случай в африканском роддоме. Алаба,
кто у нас? Пользуясь случаем, Леонид. Ой, вообще-то он в жюри. Мне так нравится гнездо в ваших волосах. Оль, вообще-то это Максим. Честно говоря, я не сразу вступила в профсоюз. И когда увидела вас, я вступила в профсоюз дважды. Я отдала бы 3% своей лучшей студенческой жизни вам. Леонид Воробьев. Оль, вообще-то он Ястребов. Ой. Уважаемый Леонид Ястребов, надеюсь, что вы, глядя на нас, пойдете к нам навстречу и поставите хорошие баллы. Ну что ж, друзья, мало кто знает, что камон в переводе с вьетнамского означает «спасибо». Камон башку. Это была команда «Камон». Я думаю, теперь удостоили более громких аплодисментов. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас приготовьте ваши ладоши. В зале присутствует художественный руководитель студенческого клуба «Башбум» Коновалова Елена Анатольевна. И поаплодируем громко-громко этой прекрасной девушке. А мы продолжаем. Команда, которая следующая выйдет на эту сцену, представляет географический факультет. Команда КВН первое место. При поддержке сети магазинов суши. Представляешь? Сейчас кошка постучит задней лапой в дверь, и мы начнем. Нужно петь красивые слова. Нет, ты слышал наши голоса вообще? Больше нет другого пути на это фиаско, братан! Так, стоп! Вы чё, хайпанутые, что ли? Добрый вечер, Башков! А вас что, здороваться не учили? Знаешь, не было прям такого, чтобы братик ко мне если подошел и сказал: «Сынок, думаю, настал тот самый момент, сейчас я буду учить тебя здороваться». А мать перед дверью прямо стояла и такая: Ой, хватит! А ты что так вырядился? Ну, просто я наполовину русский, а наполовину татарин. Это как? Ну, на Курбан-Байрам я ем яйца и куличи. Не поняла? Ну, у меня либо все хорошо, либо никак. Кобзон, у вас вообще есть что-нибудь нормальное, нет? Ну, мы можем показать блок музыкальных миниатюр. Объявляем. Лил Вейн на своем концерте увидел бабу Любовь.
Потап у роддома. Настя, ну чё, мальчик? Да, мальчик. LG во время концерта протестировал массажер. Считает, что достаточно тепла не получает. Отец больной фантазии забирает детей из детского сада. И напоследок, певица Сия провела корпоратив в магазине Байрам. Ну что, сборная Геофака, продолжим наблюдение в юмористический калейдоскоп. А сейчас очень сложная миниатюра мачо. Мам! Чё? Парень учится знакомиться с девушкой. Ты чё, придурок, что ли? Нельзя. В последнее время телевизионные передачи начали терять свою популярность, и наша команда решила освежить их. Итак, новое шоу «Угадай». Итак, Даниил, правила игры очень простые. Вам нужно услышать отрывок из песни и после угадать, о чем идет речь. Правила ясны? Правила ясны. Итак, поехали, первый трек. Ответ. И это правильный ответ. Продолжаем дальше. Дэнс. Верно, это ладно, дэнс. Идем дальше. Он. Верно, это он. Продолжаем. Очередное посвящение в студенты. Совершенно верно. Дальше. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Ну да, мне тоже эта песня, если честно, не нравится. Спасибо, что выключили. А теперь слушайте внимательно. Я разочарован. В чем, да ни в чем. Не понять из-за чего. Рассказ прекращен. Итак, в чем же разочарован автор? Может, ни в чем. И это совершенно верно! С вами была программа. И в конце выступления хотелось бы выразить свою любовь к своему же факультету. Друзья, давайте выстроимся в буквы своего любимого факультета. Вы знаете, очень сложно выстроить слово географически из 3 человек, но мы были к этому готовы. Внимание! С вами была сборная географического факультета «Первое место». ФБС, у вас пятихатка. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН «Первое место». Кому понравилось, можно еще раз громко поаплодировать. А к следующей команде меня попросили подготовить вас заранее. Дорогие друзья, пожалуйста, выключите голову и просто наблюдайте за тем, что будет происходить на сцене. Команда КВН «Красная строка», представляющая филологический факультет, под ваши громкие аплодисменты. Что за цирк вы устраиваете? Ну вы клоуны, а? Ну, может быть, мы по сценарию пойдем? КВН был сугубо мужской игрой. Но
сюда пришли мы, филологи! Именно мы собрали всех самых красивых девушек БГУ и попросили их выйти из зала. Какая вы женская команда? А как же я? I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. Блин, девчат, опять мы про него забыли. А теперь перед вами выступает та, которая озвучивает китов на канале Discovery. Я Валентиновой кузен, всего 16 лет, и распрекрасней ее во всем семаре. Но недостаток есть один, друзья судьи сами. Когда целуется кузен, щекотится усами. Между первой и второй перерывчик небольшой. Не увидит песика бедная семейка, ведь в сердечке у него села батарейка. О, Стой, 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 хватит песен. А что-нибудь актуальное у вас есть? Конечно, есть. Итак, представьте, если бы испытание с ширмой в 18-й битве экстрасенсов было в ванной. я что-то вижу. Ой, я что-то вижу. Стой, стой, стой! Сами дети могут быть. Ребят, а можно я пошучу? Можно? Ну, пожалуйста. Шути, шути, только про филфак можно? Так, Руслан, скажи мне, как сдать ГТО на филфаке? Не знаю. Устно? Блин, ребят, недавно такую классную книгу прочитала, только название забыла. Ну так покажи. Итак, вашему вниманию представлены трейлеры к книгам. Дама с собачкой Антон Павлович Чехов. Ну впиши на хату, ладно, пожалуйста. Проходи. Теремок. Русская народная сказка. Дорогая, тебе уже не пора? 12 месяцев. Сын нашла. Итак, в конце хотелось бы сказать, поступив в университет, мы начали жизнь с новой страницы. А новая страница начинается с красной строки. С вами была команда КВН «Красная строка». Не бойтесь новых открытий. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН «Красная строка». Еще раз громкие аплодисменты. И я думаю, именно после этой команды будет уместно вас познакомить с редакторами нашей лиги. А их у нас, как вы знаете, трое. Алексей Абсадаров, редактор лиги КВН «Башгу». Дмитрий
Ивлев также является редактором Лиги КВН «Башгу». И Халимов Ринат. Громкие аплодисменты этим ребятам. Следующая команда представляет факультет философии и социологии. Команда КВН «Я считаю до 5». Здравствуйте! С вами команда факультета философии и социологии «Я считаю до 5». Но мне кажется, нужно внести немного конкретики. Это Элиза, например, пау-пау-пау. А это Настя, например, пау-пау-пау. А я Никита, например, пау-пау-пау. Мы играем в КВН. Чё за бред? Это девочка-красотулечка, например, пау-пау, идеально ложится. Ты разоралась? У нас Никита главный. Ты вообще в курсе, что у него фамилия Шевчук? Вы слушаете Шевчука в свои 18? Ребят, а вы знаете, что у нас будет посвящение в стиле «Игры престолов»? Нужно одеться как актеры из сериала. Я не смотрела, что там. Ну, там все ходят небритые и в лохмотьях. Да у нас в общаге могут не волноваться насчет костюма, да? Кстати, мне недавно куратор сказал, что... Ты что, веришь в кураторов? Их никто никогда не видел. Их не существует. Диан, ну почему ты такая тупая? Просто на школе мы все раз в неделю учились. И что же это за школа такая? Воскресная. Вот ненормальная. Хватит ругаться. Вы же взрослые люди, пора уже о работе задуматься. Я даже не знаю, кем я буду работать. Мне кажется, ты создан для озвучки российских сериалов. Вот попробуй. В предыдущей серии. Светлана чувствовала холод в отношениях с Анатолием. Девушка до последнего не верила в то, что он является изменщиком и вором в законе. Ой, эта суперспособность нам пригодится. А что со Светланой-то? Да там потом расскажу, некогда. Нам нужно сыграть блок коротких миниатюр. Представьте, ресторан Версуса в сауне. Жаришка, жаришка. Очень современная мама. Где мой малыш? Вот мой малыш. Где мой малыш? Вот мой малыш. Чуть-чуть пафосная девушка. Эй ты! У меня вообще-то имя есть. Зубаржат. Ладно, и ты даже мила. А мы продолжаем. Давайте посмотрим, как меняется поведение девушки от того, кто зашел на ее трансляцию в Инстаграм. Сижу, скучаю, да. Рустем? Нет, не скучаю, сейчас национальный сказ пою. Мам, выйди, пожалуйста, это правда. Вот, блин, мои группажи только сейчас пришли, все пропустили. Предыдущий номер.
эфир в Инстаграме, как неожиданно к ней зашел ее бывший парень и мама. Это был шокирующий момент для девушки. Слушай, удобная штука. Расскажи, как там Светка. Не сейчас. После поражения команды в каком-либо мероприятии корреспондентам Правком ТВ бывает очень трудно взять у них интервью. Расскажите, почему вы проиграли? Без комментариев. Почему? Как Светлана пережила такой гол? Да ты достала уже. Ребят, давайте заканчивать. И в конце нашего выступления хотелось бы обратиться к тем командам, которые устроили настоящую жару. Ребят, выступите, пожалуйста, у нас в первой общаге, а то мы реально от холода сдохнем. С вами был факультет философии и социологии. Команда КВН, я считаю до 5. Спасибо. Еще успеем, еще успеем отдохнуть. Это была команда КВН, я считаю, до 5, факультет философии и социологии. Ну что ж, следующая информация, которую я попрошу сопроводить громкими аплодисментами. Лига КВН «Башгу» выражает благодарность правкому студентов и аспирантов Башкирского государственного университета. Здесь можно поаплодировать. Следующая команда представляет химический факультет. Команда КВН «Сборная химического факультета». Под ваши громкие аплодисменты. Привет, Башку! С вами команда химического факультета. И мы Так, стоп. У нас кого-то не хватает. А где твоя-то? Да достала она меня. Я сказал ей, что больше сегодня не приходила. Я охранников просил не впускать ее. Ребят, вы не представляете, что сейчас было. Охранники сами себя связали и попросили меня в коридоре их закрыть. Это тут у нас. Неужели прошел великан слишком красавчик, а одного уронил? Диана, ты прекрасно знала, что я буду сегодня здесь. Прекращай этот цирк. Прекращай цирк. Ребят, уходим! Уходим! Ладно, ладно, раз уж ты пришла, то покажи хоть что-нибудь нам. Девчонки, поможете мне? Сейчас все хотят быть модными. Я веган. Я веган. А я беган. Так, хорошо. Но мы так и не поняли, что ты делать-то умеешь. Да все же логично, классно шутить и... Зачем ты мне то же самое говоришь? Так, ребят, начинайте без меня. Почему? Дракон! На дне города где-нибудь в Стерлитамаке. Все, приду удалю это видео. Не каждый знает, как выкрутиться из подобной ситуации. А следующая наша миниатюра Марат, можно я шутку расскажу? Но она классная, должна зайти, отвечаю. Ну давай. Как
как говорит мой батя, лучше что-то сделать, чем не сделать. И так ты появилась на свет 100 раз. На каждой вечеринке есть парочка, которая целуется так, будто готовы сожрать друг друга. И так скромно. Мам, пап, может вы в комнату другую пойдете? Туса ваша, хата наша, продолжаем. Ну, Азамат, ну я же знаю, что тебе нравлюсь, давай будем вместе. Нет. Ты что, думаешь, один такой, что ли? Саш, давай будем вместе. Нет. Ну вот видишь, ты не один. Любовь — это химическая реакция, после которой иногда остается осадок. Но осадок всегда можно растворить, видать, пошли. А с вами была команда химического факультета. Спасибо за внимание. Это была команда КВН сборная химического факультета. Если есть болельщики, можно громче поаплодировать. Все, спасибо. Следующими на сцену выходит команда КВН сборная физико-технического института. Как они? Ну что ж, дорогие друзья, спасибо. Продолжим. Сборная физико-технического института узнала, что в составе членов жюри сидит владелица модельного агентства, а также председатель комитета по красоте и эстетике «Опора России» Сания Тимасова. И мы с первой же секунды решили ей понравиться. Вы что здесь устроили? Ну мы просто жюри понравиться хотели. С вами все ясно. Где девочки? Вы зачем на сцену в таких нарядах выперлись? Ну вообще-то мы сюда не просто так пришли. Моя подруга хотела поучаствовать в конкурсе «Мисс Республика Башкортостан». Но у нее есть одна изюминка. В детстве она хотела быть похожа на Джей Ло, но теперь она похожа на Льва Лещенко. Даша, продемонстрируй. Прощай, всех вокзалов, поезда, уходят в дальние края. Так, ну походу тут все ясно. Парни, у вас что? А у нас блок коротких миниатюр. Итак, сын директора школы заходит к отцу. Папа, я в школе 5 получил. Молодец, сынок, моя школа. Бывший преподаватель университета устроился спасателем. Помогите, на помощь! Сами. Во время танца с девушкой у парней наступает, возможно, самый ответственный и волнительный момент.
что-нибудь нормальное. Ну вообще-то у меня есть нормальная пися. Клубешник пошли, тусоваться пошли, к концу полумраке ничего не видно. Эндорфины пошли, фантазия пошли, танцевала с красавчиком, но свет включили. Оказалось, вокруг меня и мир кружит. Вокруг меня чулкан кружит. Так ни слова больше. Сборная физико-технического института. И мы начинаем. Добрый вечер, ПГУ! Итак, представьте, необычный случай на улице. О, какая цыба! Дорогой, растопчи его. В темном переулке Уфы. Придурки! Придурки, сюда подошли! Вадим, ты что делаешь? Да ща, подожди, еще немного и до дома дойдем. А в современном мире старые поговорки обретают совсем другой смысл. Ребят, давайте пофоткаемся. Раз в год и палка стреляет. Ну что, поели? Да, Попили? да. Что не знаете? Поели, попили, пора и честь знать. Ребят, давайте еще раз пофоткаемся. Повторение, мать, учение. Недавно мы узнали, что у нашей столовой Башку есть свой Инстаграм. Мы решили пофантазировать, что было бы, если бы у нашей столовой был свой Твиттер. Итак, внимание на экран. В любое время года и погоду каждый день от утра словный сторож открывает эту дверь, чтобы приготовить завтрак. Повара и пекари из всех работников в столовую приходят первыми. Разделочные доски лежат, ждут наши команды, как дирижера за каждым в оркестре музыканты. На кухне тишина, больше тишины не будет. Повар запускает механизм всех своих орудий. Овощи чисто чистят овощи, овощи резко режет резко и не просит помощи. Дорогие друзья, и что бы хотелось сказать в конце? Вы привыкли, что всегда шутят над гуманитариями, но нам, технарям, живется еще сложнее. Сегодня ты не посчитал массу, а завтра кричишь «Свободная касса!» Отпусти Башку с любовью. Это была команда КВН сборная физико-технического института. Ваши громкие аплодисменты. Следующая команда представляет биологический факультет, и у них, не совсем обычное название — дезоксирибонуклеиновая красота. Этому вы поаплодировали мне за то, что я прочитал это без ошибок, а теперь поаплодируйте команде. Команда КВН дезоксирибонуклеиновая... Два раза не получилось. Команда КВН!
биологического факультета дезоксирибонуклеиновая кислота. А вы знали, почему у нас на биофаке так мало парней? Ответ очевиден. Сами подумайте, какой парень в здравом уме захочет оказаться рядом с 30 девушками со скальпелем. Именно поэтому вы самая женственная и самая красивая команда. А главное, вы стройные. Ведь мы все весим 50 килограмм. А ты чего плачешь? Потому что я вешу 50 с половиной. Ты сними свою сумку килограммовую. А вы что теперь плачете? Теперь она весит 49 с половиной. Так, девочки, хватит поясничать. Давайте в миниатюру. Всем известно, что девушки очень любят хвастаться своими подарками. Девчонки, мне мой парень кольцо подарил с бриллиантом. Но мой мне подарил новенький iPhone. Фигня ваши подарки, девчонки. Вот мне мой подарил мешок картошки. И что? Это как бы нормально, я так-то из общаги. Представим ситуацию. Девушки пришли на вечеринку в одинаковой одежде. Так, стоп! С чего вы вообще взяли, что ваши шутки будут кому-то смешные? И зачем вы напялили эти шарфики? Вы и так в одной одежде. Так, Кирюха, ну-ка разберись с ними. Слышь, твоей маме загляни. Кирюха! Ну ты просил разобраться, я разобрался. Блин, даже у нее есть парень! Да ну вас всех! Биологический факультет, пожалуй, самый дружный коллектив. Наверное, у каждого есть свои проблемы, а особенно у студентов. Ребят, стипендия пришла, пошлите праздновать! Жадные места. Их остается все меньше и меньше. Давайте представим, к парню приехал далекий родственник. Привет, я твой далекий родственник, а это твой недалекий родственник. Студент с другого факультета забрел на биофак. Студент с другого факультета! Бабочки! 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 Это еще один хвост пришил. Давай! Студенту пришла долгожданная стипендия. Ура! Наконец-то пришла стипуха! Вот в этом месяце я точно не потрачу ее на всякую фигню. Чувак, там лента для мух, но для ежей. Беру 2. Наверное, каждый из нас хоть раз составлял заваренный доширак. Итак, представьте, парень забыл доширак на 3 дня. Кирилл, ты забыл меня! Ты что, школьный курс по математике? Ты оставил меня, я разбухла. Ты что, моя бывшая? Я вернулась, чтобы мстить. Перехожу в здоровую пищу. А наше выступление хотелось бы закончить словами одного великого биолога. Ничего себе, у Криславки прикольный. С вами была команда КВН
Ну что ж, я же говорю, что с названием этой команды 2 раза не получается, но я все-таки попробую. Это была команда КВН Дизокс и рибонуклеиновая красота. Ваши громкие аплодисменты. И следующая информация, которую я предоставлю вам на размышление. 27 октября в Огнях Уфы состоится вечеринка в честь окончания фестиваля первокурсников, где пройдет подведение итогов всех прошедших конкурсов. Башкирский государственный университет приглашает всех студентов на эту вечеринку. Итак, следующая команда, которая выйдет на эту сцену, представляет факультет романо-германской филологии. Команда КВН Big Band, под ваши громкие аплодисменты. А на сцене команда КВН Big Band. Стоп! Меня забыли. О, а ты чего хромаешь? Да на меня тут бревно упало. Ну я же извинилась. Ладно. А вы знаете, что мы самая пафосная команда КВН Башкирского государственного университета? Почему? Потому что сегодня не мы для них выступаем, а они на нас смотрят. Итак, семейная пара пытается разжать искру в отношениях. Саш, а ты точно попадешь? Попасть-то попаду, только нахрена тебе яблоко? Немного истории. Детство Ивана Грозного. Царь-батюшка не вели казнить! На колени. Царь-батюшка не виноватые! На колени я сказал. По кулочкам, по маленьким. А наша следующая миниатюра – интригант больницы. Так, где у вас болит? Тут? Нет. Здесь? Тепло. Тут? Мимо. Может, уже хватит? Скажите нормально, что у вас болит? Рука. Какая? Угадай. Семья купила билеты в кино на предпоследний ряд. Ой, сыночек, отвернись. Ну, ма! Ну все, поворачивайся. Не, ма, здесь интереснее. Многие из нас хотели бы покрутить глобус и поехать туда, куда укажет палец. Итак, два одногруппника. Одной повезло, другому нет. Ура! Каникулы в Барселоне! Слово-то какое? Стерлитамак. Как звучит Барселона? Как будто пришел к доктору, а он тебе такой: у вас стерлитамак. Стадион.
продуктовой. В пятницу по барам пойду, в субботу на экскурсию, а в воскресенье на бар-сериал сгоняю. В пятницу дрова наколю, в субботу воды натаскаю, а в воскресенье помыть можно. Так давайте же выпьем за каникулы в Барселоне. Застелили томат, не чокаясь. А в конце хотелось бы обратиться к зрителям. Ну чё, как? Нормально. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН Big Band, факультет романо-германской филологии. Ваши громкие аплодисменты. И следующая команда, она же последняя команда нашего сегодняшнего фестиваля, сборная Института истории и государственного управления. Под ваши громкие аплодисменты. Ну что ж, добрый вечер, Башку! Сборнику на сцене. Ну что ж, друзья, фестиваль. Важная игра. Так, пацаны, вы же вас оставили в Черниковке. Вы что думали? Название поменяли, мы вас не найдем, что ли? Так, ладно. Вы что-нибудь приготовили? Конечно, танец. Так, стоп! Это нам вообще не подходит. Ушли за кулисы. Что за балаган вообще в команде происходит, а? Эй, что ты делаешь? Отдай. Отдай кому, говорю? Слушай, ты что вообще выперся, а? Висей бала тапты, да без нарядку, и короче, всех нафиг утопи. Так, встали на места. Сборная ИГУ, давайте покажем, на что мы способны. Встречай Башку снова в этом зале, с нами невероятный красота. Праздник КВН, мы отходим все дела. Да, встречаем в этом зале после нашего вам кричите и пищите так, снова не Башку, ура! Сборная ИГУ, погнали! И для начала мы раскроем тайну, как в Башкирии снимаются фильмы. Ну что, снимаем? Айда, камера, мату, поехали! Самый опытный официант. Молодой человек, сколько время? 5:30. Случай на паре физкультуры. Ого, куда это он? До столовой бесплатно кормят. Ни для кого не секрет, друзья, что мы... Ну что вы опять выбрались? Вообще-то мы тоже готовились. Что вы приготовили? Блок коротких музыкальных миниатюр. Показывайте. Давайте представим. Алексеев уснул во время своего выступления. Музыканты Олега Газманова подумали, что выступление уже закончилось. Возвратим обратно живых с
кассе 21 века. Мало кто знает, что в Татарстане хотели ввести закон о запрете разводов. Так давайте представим обычный день семейной пары. Так, я что-то не поняла. Ты что, носки свои разбросал? Посуду не помыл, мусор не выкинул? Я вообще зачем живу с тобой, а? Ну все, ты меня уже достал! Я подаю! Куда ты подаешь? Я подаю! Что ты подаешь-то? Я подаю! Ну и в конце. Друзья, совсем недавно в Уфу привозили Кубок мира по футболу. Ребят, смотрите, что у меня есть. Мага, ты что, спер кубок? Да. Не, ну подожди, мы же боремся за юмористический кубок. Нафига нам футбольный? А что, по-твоему, наши футболисты в футбол играют, что ли? На самом деле, друзья, для нашей команды главное не победа, главное участие. Да у нас еще Мага есть. Сборная ЕГУ, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, это была последняя команда фестиваля, команда КВН, сборная Института истории и государственного управления. Еще раз громкие аплодисменты этим ребятам. Но пока наша счетная комиссия подводит итоги вашему вниманию, я представляю студию мажореток Башкирского государственного университета. Now we do
больше никаких сюрпризов не будет. И я предлагаю перейти к нашему уважаемому жюри. И начать я предлагаю с наших дам. И, конечно же, я приглашаю все команды на сцену под ваши громкие аплодисменты. Слово предоставляется владельцу модельного агентства «Статус», председателю комитета по красоте и эстетике «Опора России» Сания Тимасова. Ваши громкие аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Для меня подобное мероприятие впервые. Я первый раз в жюри на таком конкурсе, но не красоты, а юмора. Меня очень радует, что на самом деле, вы знаете, когда девушка красивая, это вот уже, ну вот мужчины там уже падают, штемелями сами укладываются, но когда еще у девушки есть замечательное чувство юмора, то это просто такая смесь взрывоопасная. Это надо было сказать или что-то другое? Спасибо, что пригласили. На самом деле для себя я отметила двух девушек, которых приглашу на обучение к нам на курсы красоты и эстетики «Статус». А также надеюсь на плодотворное дальнейшее сотрудничество. И будем нести красоту в массы, потому что моя основная задача — это как раз-таки нести красоту в массы. Спасибо за внимание. Большое спасибо вам, Сания. А мы передаем микрофончик дальше. Пиар-менеджер музыкального ресторана Music Hall 27, ведущая городских и республиканских мероприятий Александра Каганова. Всем еще раз огромнейший привет. Ребят, спасибо вам большое за замечательный вечер. Было тепло, было уютно. Спасибо участникам, спасибо залу. Было круто, что были внутриковые шутки, но понятные всем. Было круто, было очень жарко, у меня аж щеки горят от вашей атмосферы. И, Шевченко, где ты там? У тебя такой приятный голос. Добавь всем, друзья, пиши мне аудио на ночь. Там, типа, и, Оля, я, конечно, не мужчина, но, Оля, где ты? Вы все молодцы, оставайтесь такими же яркими звездочками, не гаснете к 4-5 курсу. И привет вашей столовке. Я офигела от того, что у нее есть Твиттер и... Спасибо вам большое за вечер. Вам спасибо большое, Александр. Ну что же, мы переходим к самому странному члену нашего жюри. Капитан команды КВН «Мультифру», резидент Сметана, кунговый рыжий мальчишка Макс Тимершин. Макс, давай. Добрый вечер, Башку. Вы знаете, самый любимый универ, потому что здесь всегда потрясающая энергетика. Знаете, я пришел на фестиваль первокурсников и начал сравнивать. И честно хочу сказать, это самый сильный фестиваль первокурсников в моей жизни. Друзья, похлопаем, дорогие друзья. Просто я сегодня заряжаюсь вот прямо этим позитивом. Пожалуйста, зал, прям зрители, дайте шуму, пожалуйста, шуму. А теперь, друзья, внимание, дайте шуму КВНщики! Вот, ради этого стоит здесь спасибо, я сегодня кайфанул, и отдельно хочу отблагодарить филфак, прямо кайфанул. Спасибо, ребята! Большое спасибо, Максим.
Передаем слово председателю правкома студентов и аспирантов Башкирского государственного университета Ястребову Леониду Валерьевичу. Ваши громкие аплодисменты. Большое спасибо, команда, вам за потрясающий вечер, за эмоции. Ехал сюда с температурой, но уезжаю с еще более высокой температурой благодаря вам. И отдельно я хочу поблагодарить болельщиков в этом зале. Невероятная энергетика. Вы самые крутые, и команда вам, думаю, сейчас поаплодирует. Отдельно хочется сказать Институт истории Мага, красавчик. Яфа, наполовину русский, наполовину татарин, коллега. Тоже репетитор он нашу. И, конечно, Оля. Большое спасибо. Далее мы передаем слово одному из редакторов Лиги КВН Башку и просто очень хорошему человеку. Это Димка Ивлев, король всех шипящих звуков. Ну что ж, давайте еще раз громко похлопаем самому клевому университетскому КВН в Уфе. Давайте еще раз громко. Отдельно хотел ему попросить похлопать самому лучшему университетскому и не только ведущему Александру Васильеву. Давайте ему громко похлопаем. Ну и хотелось бы попросить, конечно, команды, отдельно только команды, похлопать нашему зрителю, который вот стоит в проходах, но все равно смотрит на вас, болеет, переживает. И хотелось бы сказать, знаете, что самое главное в сегодняшней игре, что у нас КВН смешнее, чем в Угаду. Спасибо. Передаем слово второму редактору Лиги КВН Башгу Алексею Абсатарову. Лёшка. Прежде чем ты начнешь что-то говорить, я внесу небольшую информацию. Алексей у нас недавно дембельнулся из армии, так сказать, с порога российской армии и сразу окунулся в юмор КВН Башгу. Лёш, теперь, пожалуйста. Александр, знаешь, в армии тоже очень много юмора на самом деле. Ребят, спасибо большое за то, что подарили такой крутой концерт. Ровно год назад с этой сцены я прощался с зрителями БГУ, говорил пока, я уезжаю. Никто не верил, но потом вы поверили, конечно. Когда я выложил первый концерт, да? Дорогие друзья, всегда приятно работать с командами БГУ, они все классные, все крутые, все очень смешные. Зал всегда очень классный, всегда поддерживает, и это мне приятно, поэтому я всегда возвращаюсь с удовольствием сюда. Надеюсь, мы дальше продолжим играть в Лиге КВН Башку, мы запускаем новый сезон, новая лига, да, такая. 3 редактора будет новых. Дорогие друзья, кто хочет играть в КВН Башку, милости просим. Что ж, всем спасибо, всем классного вечера, дорогие друзья. Всем удачи командам, мы просто молодцы. Спасибо. Спасибо тебе, Леша. Ну что ж, я предлагаю, прежде чем я объявлю места победителей, начать с объявления лучшей мужской роли. Ну что ж, Леонид Валерьевич, кому достается лучшая мужская роль? Итак, лучшая мужская роль сегодня достается от прошлой серии. Никита, ППС. Если Никита здесь
может выйти за подарком. Никита, ты тут? Вот, он пробирается, он пробирается. Давайте дадим еще раз громкие аплодисменты. Лучшая женская роль, уважаемые жюри. Кто возьмет на себя такую ответственность? Дмитрий Юрьев, пожалуйста. На самом деле сегодня, помимо того, что у нас очень смешная игра, у нас еще и самая красивая игра, потому что столько красивых девушек на сцене. Давайте им еще раз поаплодируем. Все очень нарядные, все готовились. Некоторые даже красились перед выступлением, то есть вот прям готовились. Вот. Лучшую женскую роль получает у нас некая Сычева Софья, экономический факультет. И следующее, приз зрительских симпатий. Алексей Абсатаров, пожалуйста. Честно, я не знаю, все очень крутые, все очень классные, но зритель выбрал своего героя. Оля, смотри. Ну что ж, дорогие друзья, очень сложная была игра, и прежде чем я назову команду, занявшую 3-е место, я сообщу вам, что их 2. Вы готовы? Если готовы, дайте больше аплодисментов. Команда КВН сборная химического факультета, 3-е место. Команда КВН, я считаю, до 5 тоже занимает 3-е место. Как бы это ни было странно, но команда, которая заняла 2-е место, их получилось у нас тоже 2. Команда КВН КАМОН, факультет математики и информационной технологии. Болельщики, поддерживаем команду. Второе место. Команда КВН сборная физико-технического института. Ну и, конечно же, команда, которая сегодня покорила ваши сердца и заняла 1-е почетное место, сборная Института истории и государственного управления. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш прием подходит к концу. Приходите на игры КВН Лигу Башку. Оказывается, есть еще одно 1-е